Символ БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы профессор Котов успевает все. Он знает, что современный человек – это занятой человек, ну а студент, обучающийся в педагогическом вузе, должен быть всесторонне развитым. Профессор уверен, что помимо учебы студенты находят время для отдыха и развлечений. Поэтому ученый Кот решил пригласить друзей на игру «Мафия», чтобы познакомиться с находчивыми и остроумными студентами. В ходе игры профессор отличился особой философией и держался до конца. У нас кот был... Проснись, Толстов. Кот был целохранителем, и он 2 раза защищал себя. Профессор Котов и сам успел сходить в гости к студентам, проживающим в общежитиях. Приходу ученого кота студенты были очень рады и даже пригласили его на собрание студенческого совета. Как вам у нас, понравилось или нет? Мы очень рады, что вы к нам сегодня пришли. Профессору понравилась жизнь студента в общежитии. Конечно, ведь там есть чем заняться. В общежитиях БГПУ функционирует 4 читальных зала, 2 больших и 2 маленьких. Работают спортивные залы, женский шейпинг-зал, комната отдыха, методический кабинет. На кухнях появились стиральные машины и микроволновые печи. Студенты с большой радостью и гордостью показали все удобства и комфорт новых комнат и благоустройства общежитий в целом. Мы очень рады, что профессор Котов нас посетил. Мы его ждали, сегодня встретили. И очень хорошее впечатление. После насыщенной экскурсии в 4-м общежитии профессор решил посетить и остальные. В 3-м общежитии кота встретили студенты естественно-географического факультета. Они готовились к выступлениям на студенческой весне. На репетиции танца ученый кот удивил ребят своим талантом, поднял им настроение и пожелал удачи. Мы очень рады видеть профессора Котова, он очень поднял всем нам настроение. У нас проходит репетиция с весны. В 3-м общежитии БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы появилась новая экспериментальная мебель, которая занимает немного места и дает больше удобства и комфорта. Начал функционировать тренажерный зал. Здесь Котов тренировался с гантелями и даже успел посоревноваться с ребятами. Студенты ждали профессора и, конечно, приготовили для него молоко. Профессор, дайте с нами пить молочко. Наша комната стала очень просторной, светлой. Очень нравится новая мебель, так как стало значительно больше места. Появились двухъярусные кровати, тоже увеличили пространство в комнате. В 1-м общежитии профессор решил поработать в роли вахтера. Конечно, он ведь не только ученый, но и хозяйственный кот. Соблюдение правил и порядка университетского устава тоже лежит на его плечах. Поэтому он с большим удовольствием знакомился со студентами и пропускал их в общежитие. Ну, конечно, только по пропускам. На кухне он помогал ребятам готовить, а в сушилке решил сделать сюрприз неизвестному студенту и погладил его вещи. В читальном зале профессор делился своими знаниями со студентами и подбадривал их, ведь сессия уже не за горами. Данный читальный зал очень удобен и многофункционален. Студент может спокойно в любое время прийти и здесь заниматься. Он не будет мешать своим жильцам по комнате, также они не будут его отвлекать от учебы. Весьма было неожиданно, что профессор Котов нас посетил. Очень интересно, много хороших впечатлений. Мы ждем его в гости снова. Самым интересным и неожиданным был танец Котова под плясовую музыку. Конечно, после работы можно и отдохнуть, решил он. Студенты остались довольными визитом ученого кота. Он же, в свою очередь, пообещал снова посетить их и поделиться своими интересными идеями. Мы любим